Всемирное объединение тюрков-месхетинцев организовало конференцию, на которой присутствовали представители 30 стран. В собрании также приняли участие Союз общественных организаций Восточного Туркестана и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Наряду с важными проблемами тюркского мира был рассмотрен и вопрос Восточного Туркестана. Китайские власти изымают органы заключенных последователей религиозного движения Фалун-Дафа, известного как Фалун-Гунь. Несмотря на то, что независимая комиссия под названием «Китайское правосудие», возглавляемая академиками, учеными и активистами правовых организаций, доказала, что в течение 20 лет власти занимались нелегальной трансплантацией органов последователей Фалун-Дафа, официальный Пекин продолжает отрицать это. После разгоревшегося скандала и кризиса между США и Ираном, причиной которого стало нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе, Китай призвал не открывать ящик Пандоры. Министр иностранных дел Китая Ван Ки посоветовал США оставить жесткий метод решения проблем с Ираном. Ван Ки подчеркнул, что Китай обеспокоен ситуацией в заливе и призвал стороны к мирному урегулированию конфликта. Для обучения и экипировки украинских военных Соединенные Штаты Америки окажут Киеву помощь в размере $250 миллионов. Об этом сообщило Министерство обороны Соединенных Штатов Америки. Разведывательное управление Ирана сообщило о задержании группы американских агентов, которые вели свою деятельность в нескольких странах. В результате совместной работы с разведкой союзных государств было выявлено и задержано большое количество шпионов Всемирной американской агентуры, заявила иранская разведка. Дональд Трамп заявил, что рассматривает военное вмешательство в случае производства Ираном ядерного оружия. Президент США сообщил, что американская разведка доказала причастность Ирана к нападению на танкеры Норвегии и Японии в Оманском заливе. В конце интервью Трамп подчеркнул, что с момента его прихода к власти Иран менее агрессивен.